Ольга Валерьевна, добрый день. Какова эпидобстановка в республике на сегодня? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка характеризуется, по данным Управления Роспотребнадзора, 240 случаями новой коронавирусной инфекции, выявленных на территории республики. Из них 50 случаев выявлено заболевание детей. На настоящий момент в городе Якутске и в ряде районов республики объявлен карантин. Дети переведены на дистанционное обучение по острым респираторным вирусным заболеваниям. В связи с этим, соответственно, выявляются среди достаточно большого количества ребятишек больных ОРВИ и, соответственно, дети, которые имеют болезнь такую, как новая коронавирусная инфекция. Из 190 взрослых, которые у нас непосредственно за эти сутки были зарегистрированы в качестве заболевших, непривитых 97,8%, 186 человек. В стационарах получают у нас сегодня лечение 1157 пациентов. В состоянии средней тяжести находится у нас 1044 человека по всей республике. В тяжелом состоянии 97, из них непривитых 96. В отделениях реанимации уменьшилось количество тяжелых больных, но тем не менее для наших врачей дорога жизнь каждого человека, и врачи борются за жизнь 16 крайне тяжелых больных. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, наиболее напряженной остается у нас обстановка в Мирнинском, Нерюнгринском, Молданском, Алюкминском, Нюрбинском и Мегино-Кангаласском улусах. Среди районов, которые сегодня непосредственно явились достаточно опасными, является Нюрбинский улус, потому что достаточно долгое время не происходило выявление большого количества случаев, в связи с чем оперштаб района должен принять соответствующие меры для того, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию. Первым компонентом в республике привито 492 709 человек. Это составляет 68,7% взрослого населения. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, многие из вас прививались в начале января и, соответственно, по май месяц. В связи с этим для этих граждан уже наступил период ревакцинации. В связи с чем в целях создания коллективного иммунитета приглашаем вас на ревакцинацию в наши учреждения здравоохранения. Также можете вызвать бригаду для того, чтобы медицинская бригада поставила соответствующую прививку. Обращаем внимание на важность ревакцинации, особенно тех, кто прошел вакцинацию в первом полугодии 2020 года. Свыше 80% у нас сегодня провакцинировано в Абыйском, в 7 районах, в Абыйском, Малайховском, Верхнеколымском, Жиганском, Момском, Нижнеколымском и Среднеколымском. Обращаю внимание, что сегодня есть ряд районов, которые уже также подходят и к 80%. Среди них это в том числе, например, такой промышленный район, как Ленский район, который и Алданский, который тоже скоро превысят отметку 80%. Меньше 60% взрослого населения провакцинировано в Горном, Намском, Алюкминском и Чурапчинском районе. Сегодня необходимо обратить внимание на то, что оперативный штаб Алюкминского района принимает малое количество мер, направленных на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм на территории района. В связи с этим сегодня оперативному штабу района будет дана строгая установка принять меры для соблюдения норм санитарно-эпидемиологического режима, в том числе включая ношение масок, санитарно-эпидемиологические требования по социальной дистанции. Это, соответственно, регистрация и фиксация людей, прибывших в город Алюкминск через открывшийся аэропорт, и, соответственно, соблюдение QR-кодов. Сегодня в районе ситуация одна из сложных, и она связана прежде всего с слабым контролем со стороны оперативного штаба района, о чем будет указано.